Греем баран. Ой. Ой. Да. Угу. Че, ребята, всем привет. Сегодня тяжелый день. 6 утра ехал. Так. И одной рукой держать, и одной рукой показывать как-то неудобно. Так. Ну, мне еще остается распечатка. Если меня слышно или не слышно, хотя бы ругайте там. А то в последнее время я какой-то популярный стал. В негативном плане. Шарлатан, мошенник, кидалово, да все остальное. Просто отрадно такое слышать. Я очень рад. И у меня сегодня, как видите, недосып. Вот поэтому, так, энергетика идет другая. Так. И как всегда, большим отрывом в общем, ничего не успеть. Одним словом, весна. Сейчас, ребята, я распечатаю, что есть. Вот. А то те, которые по каким-то причинам не попали, не расстраивайтесь. На следующий розыгрыш это у нас на следующий конкурс пойдет. Так. Что касается сегодняшнего эфира, сегодняшний эфир отличается от предыдущих эфиров. Победитель, участник имеет возможность выбрать длину ножа, имеет возможность выбирать цвет, ух ты. Так что, если фортуна улыбнется в вашу сторону, то у вас будет возможность выбрать ножик длиной. У вас будет возможность выбрать цвет. Либо в темном, либо светлом. Либо в темном, либо в светлом. Так, вот поэтому
Надеюсь, всем будет интересно. Действительно интересно. Дорога длинная. Там забуксовал, здесь забуксовал. Итого, как говорится, это не успеть, то не успеть. Ну ничего, в течение завтрашнего дня всех красавчиков покажу, которые выберете вы сами. Вот. И завтрашнего дня отправка. Так что не зря поучаствуете. Так, как уже догадались, ножи в незаконченном виде. Вот поэтому есть возможность выбрать. То вам вещь. Я на вас. Так, если меня слышно, хотя бы поприветствуйте. Привет, привет, привет. Кира, привет. Так. Привет, Таймыр. Сейчас начнем. Повторюсь. Кто не попал, имеется в виду номер, то переходят на следующий конкурс. Ой, ребята, весна дает свою фору. Что-то дает, что-то отбирает. На то и весна. Сейчас знаем точное количество участников. И все. Сгенерируем несколько раз. И все. И попытаемся связаться участникам конкурса. Если человек на охоте, телефон заблокирован, то он все равно становится победителем. Таковы правила конкурса давних времен. Так-то вот так.
Многие считают, что этот генератор неинтересно. С ними я полностью согласен. Но, увы, закон Российской Федерации. В общем, понятная байка. Не хочу даже вспоминать об этом. Лишь бы якобы типа опа. Ну все. Трын-трын. А я. Трын-трын. Ну и все. Че, ребят, начнем? А то все дождались я. Наконец-то. Объясняю правила. Сразу показываю. Вот в таком виде ножики. В таком виде. Сейчас генерируем номер, звоним. Если человек смотрит, то имеет возможность выбрать, ну, по крайней мере, цвет и длину клинка. Так. И в течение завтрашнего дня обзорчик и отправка. Ой, тяжелый день сегодня, ребята. Ой, тяжелый день. Ну ничего, через несколько часов пройдет. Наступит новый день. Завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Это однозначно. Молимся, что свет не уйдет и интернет тоже. А иначе эфиру конец. Только что говорил, и сразу же уважаемый всеми любимый интернет отсутствует. Как интересно сгенерировать. Все наперекосяк сегодня. Хочу сгенерировать. О, еле-еле. Так. Так, внимание на экран. Опа. Сейчас посмотрим, сколько нас всего. 269. Так, тут сразу поставим 269. Правильно, по-моему, да?
Если неправильно, отзовитесь. В общем, нажимаем генерировать, ищем номер, а там уже номер, соответственно, конкурс старта. Звоним, алло, алло, и сразу же победитель начинает выбрать. Давайте заодно посмотрим. А то мой номер не попал, а то может зря смотрит. Номер не попал, значит человек может заняться другим делом. А если его номер тут присутствует, то желательно в прямом эфире смотреть, присутствовать. Вот. И у него будет возможность выбрать, какой длины и какого цвета. Как ранее говорил. Так, сегодня качество призовых не 15. Ой, у меня батарейка что-то хочет садиться. Так что будем все держаться вместе. Посмотрим эфирчик. Да блин, тут ты что, каждый раз меняю. Каждый раз пробел стоит. Тут вообще красивый номер. Откуда-то двойка. Как-то нехорошо. Больше 15. Не 40, не 30, не 20. А больше 15. Все. Итак, перед тем, как нажать «Сгенерировать», объясняю правила. Правила таковы. Сгенерируем. Выходит номер. Смотрим. Набираю. Звоню. Если он отключен, вне зоны, звоню еще. Если второй раз человек не берет, даже доступный, если не берет, то уже он становится все равно победителем, и ножик откладываю. Все, у него нету возможности выбрать. Ну и что? Зато есть красивенький ножик. Не только красивенький, но и суперский. Вот. Так и идем. Уважаемые победители, сразу напоминаю, что когда позвонит впереди сидящий вам человек, надо быстренько разговаривать, кто такой, откуда, сколько приобрел билетов, вот, и незамедлительно отправлять свой обратный адрес. Некоторые от радости забывают, и приходится их разбудить в 6 утра. У нас уже давным-давно обед. В Центральной России разница плюс 6 часов. Вот. Ну, чтоб такого не было, отправляем обратный адрес, индекс, ФИО, и все. После отправки появляется сумма. Ну, по России где-то 430 уходит. И вы оплачиваете свой ножик, приз. Вот, это уже становится вашим. Значит, вы оплачиваете. Только тогда я отправляю вам трек отправки.
Вот и все. Всем все ясно? Хорошо. Надеюсь, всем все ясно. Дай-ка я их немножко утешу. Давай. Сегодня не только у меня нервный день, но и собак тоже. Какие-то они возбужденные сегодня. Считаем изделия. Так. Вот. Он. Окей. Так. Угу. Хорошо. В принципе, понятно. Вот они. Так, секундочку. Сейчас приду-ка я. Оказывается, не человека лает, а коров. Молодец. Работает песик. Ну ничего. По-моему, всем все ясно. Так. Погнали. Пока тут ничего не нажали. Внимательно смотрим. От 1 до 269. Сгенерируем. Номер 10. Что-то быстро. Где у нас номер 10? Сразу набираем. Параллельно. Так. 8 914 7 4 9 3 6 3 306. По-моему, совпадает. Эдуард, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий меня зовут. Остров Сахалин, северная часть. Угу. Красавчик, поздравляю. Ой, спасибо большое, очень ждал этого выигрыша. Угу. Сколько билетов приобрели? 3 билета. Нынче? Что? Нынче? Нет, только когда начался розыгрыш, раз перевел через какое-то время еще один билет, и потом еще один. Красавчик. Ну что, дорогой? Какой длины? Выбираем быстро. В районе 15. Ух ты! Ух ты! Специально для тебя в районе 15. 14 пойдет? 14 пойдет. О, сейчас запишем твой номер тут прямо, чтобы потом вопросов не было. Правильно? Так, как еще раз нас зовут? Василий? Василий. Василий. Цвет какой хотим? Ой, желательно потемнее, на ваше усмотрение. Потемнее? Да. Хорошо, Василий. Знаем, что дальше делать? Да, знаем, конечно. Молодец. Поздравляю. До связи. Спасибо большое. Спасибо. Вот так вот.
Вася. Молодец. Постоянный участник. Вот так. Чтобы не путаться, тут вообще-то написано Василий, и его сотовый номер. Что-то он блестил, поэтому не видно. Принцип понятен, ребята? Понятен. Погнали дальше. Правильно повернуть. Где у нас генератор? Так, барабанная дробь. Огонь. 216. Ищем 216. Кто это счастливчик? 216. О! Наверное, прыгает на диване. Сейчас знает. Так. 7, 7, 18, 11. По-моему, правильно. 517, 11. Ну, правильно. Звоним 2 раза. Если не поднимает. Здорово. Здравствуйте. Как зовут, откуда? Алексей с Иркутска. Поздравляю, Алексей. Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Какой длины желаем ножик? 13. 13. 13 длину. Так, сколько билетов приобрели? 3. О, одни тройки. Хорошо. Да. 13, 13. Так, ну. 14, наверное, не идет. Пойдет и 14. Не-не, у меня тут ровно есть 13. О, 13 есть, нашел. И Ну, хорошо. в темном. Что? Номер? Цвет в темном. Цвет? А давайте в светленьком. Светликом. Ладно. Нету в светленьком, давайте в темненьком. А, в темном. Хорошо. Ну, какой будет цвет, такой и будет, как говорится. Ну, как погода там? Погода, да, не очень у нас погода. Снег еще на той неделе шел. Угу. Весна. Весна нынче поздняя. Да, и у нас то же самое странное. Сегодня как будто лето 20 плюс. Но ведь, Ну, хорошо у вас. У нас пока еще 20 плюса нету. ведь ветрено, очень ветрено. Река Лена уже сходит, ну, поэтому ветер. Ладно, Ну, у нас дорогой. тоже пока чего-то открылось. Знаем, что делать дальше. Да, знаю. Спасибо за участие. До свидания. До свидания, вам спасибо. Идем дальше. О. Тири-тири-тири-тири-тири-тири. Огонь. О, странно. 16. Кто это номер 16? Ну, этого компьютера не поймешь, конечно. Куда хочешь попадет. Так, 8 950. А, нет, 60. 1. 54. 26. 520. Похож? Не похож. Похож? Похож. По-моему, похож. Алло. Здорово. Добрый день, Эдуард. Как зовут, откуда? Виктор с Калмыкии.
Виктор, Да. сколько билетов приобрели? 2. Мгм. Какой длины желаем ножик? Ну, самый максимальный, я так помню, 14, да? Нет. Нет. Ну, побольше 14, если есть возможность. В темном. 20. Что? 20 сантиметров длины. 20, давайте 20 в темном. А чё так длинный такой? Длинный получится? Не, 20 и нет. 16 есть, пойдет. Да, пойдет добро, 16. Мгм. Ну как там погода в Калмыкии? Ой, тепло, за 30 и ветер сильный. Да. Пользуясь, Песок. пользуясь случаем, моему другу Басану привет. О, хорошо. Из Элисты. Да, Селесты. Мгм. Спасибо, дорогой. Знаем, что делать. Да, пошлем адрес. Давай. Точно. До связи. Вот так. Басан, привет. Давненько. Если будет время, набери. Пообщаемся. Много чего надо рассказывать. Много. Даст Бог, свидимся, как говорится. А так, привет, калмыки. Идем дальше. Вроде я сгенерировал. Еще раз нажимаем. О, вот. Ну вот, ребята. Смотрим. Видели? Видели? Интернет. Запоздалый. 56. Стоило подождать. Тот человек, наверное, я сам точно не заметил, какая циферка пролетела. 56. 56. Ага, 56. Так. Набираем. 8. Так. 928. Что, опять? 6, 8, 8. Еще 8. Столько восьмерок. Тыдын, 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 тыдын. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут, откуда? Зовут Вадим, Армавир, Краснодарский край. Армавир. Вадим. Армавир это где у нас? Краснодарский край. А Краснодарский край это... Кубань это... Кубань это... Где? Это Крым? тепло у нас. Крым? Не, Краснодарский край. Краснодар. Да, Россия широка. Давай выбираем, Вадим. Да. Ну, я так понял, только цвет выбрать и длину, да? Да. Ну, давайте в темном. Длина КМК 12. 12. Ну, 11-12. Да. Такой малюсенький. Хороший наш рабочий. Ну, по желанию 12. По желанию 12. Темный, да? Да, в темном. Угу. Ну, вот твой ножик. Сколько билетов там из Краснодарского края? В этот раз 3. Красавчик. Участвуйте дальше. До связи. Хорошо, спасибо. Да, Краснодарский край. Надо побывать. В Кубани. Не был никогда.
Ну, время покажет. Россия широка. Так, ну, короче, ребята, что-то тут какой-то нонсенс произошел. Без обид нажимаю один раз и ждем. Раз, два, три. Опа. Ух, гад. Хочется по морде. Имеется в виду генератора. 138. 138. Красавчик. Набираем. 8, 26, 14, 19, 4, 8, 1. Неправильно набран номер. Пожалуйста, уточните. Давайте уточним. Еще раз наберем. 926, 14, 12, 4, 8, 1. Огонь. Одну цифру. Так. Алло, Здравствуйте. добрый день, Эдуард. Как зовут, откуда? Виталий из Москвы. М-м. Как там погода в Италии, в Москве? Золотоголовом. Погода очень хорошая, тепло наконец-то наступило. Сейчас, когда я позвонил, точно хорошо стало. Это точно. Так, Очень рад, наконец-то выиграл. Да? выбираем, Виталий, из Москвы. Так, желательно, если есть еще осталось в темном, 12-13 сантиметров. 12-13. Ух ты, 13 ровно есть. В темном, да? В темном. Да. 13 в темном Виталию уходит. Вот твой красавчик. Сколько билетов Виталий приобрел? Так, в этот раз 6. Молодец. Как там вообще обстановка? Карантин, не карантин? Маска, не маска? Ну, уже послабже все стало, получше, чем было. Хорошо, дорогой. Знаем, что делать. Да, конечно, все в курсе. Все сейчас отошлю. Давай, до связи. Значит, в Москве хорошо. Тогда и у нас будет, надеюсь, хорошо. Это все идет через Москву. Туристы. Все авиалинии через Москву. Так, нажимаем один раз. Ждем. 142. Недалеко ушел. 142. Тык-дык-тык-дык-тыш. Так, 8 914. 8 6 29. Так. Задумался. В глазах видны только утки. И в голове тоже. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Набираю еще раз. Ну, красавчик. Вроде похож. 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 Аппарат абонента выключен. Ну все. Человек занят. На охоте, бане, спит. Так, ну еще раз.
Сразу записываю и одному ножику прикрепляю. Сейчас он позвонит во время эфира. В попыхах. Звонили? Звонил. Вот его номер. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот. Все тут одинаковые, вот поэтому. Надеюсь, он будет очень рад этому выбору. И идем дальше. Не останавливаемся. Тири-ри-ри-ри. 216. Дам. Сейчас позвоним. Так, 8 902 5 7 11. Да-да, Эдуард Гаврилович. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим? Да не говорите. Как зовут, откуда? Алексей с Иркутска. Угу. Сколько билетов Алексей приобрел? 3? Красавчик. Алексей, какой ножик выбираем? Длину, цвет? 14. Угу. Это вот... 13 уже сегодня был, давайте 14. Ох, как он 14. Цветик какой? Цвет, ну давайте светлый. Светик светлым. Хорошо. Традиционный вопрос, как там погода? Так погода какая у нас? Не очень погода, весна поздняя, тепла нету. А то неделю еще снег был. Че, утки уже все закончились? А, так, мимоходом было чуть-чуть, но... Мало, чем в прошлом году? Ну да. Маленько волшебом было, так, чуть-чуть. И у нас Да. что-то уток активность очень малая. Настреляли. Не оставили нам вообще. Я серьезно. 20... Да нет, мы сильно не стреляли. Я на утку не уезжал вообще. 24 апреля по закону охочусь, посадным и так далее. Результатов прошлогодних, если сравнить, то вообще мизерные. Как-то Ну, вот у так. нас так же речки поздно открылись. Еще, если по тайге, так еще и по льдом стоят. Мгм. Хорошо, дорогой, знаем, что делать. Да-да, Эдуард Гаврилович, знаем. Давай, до связи. Всего доброго. Спасибо. Хороший мужик. Так, идем дальше. Я, ребята, никуда не спешу и вам не советую. Все самое интересное впереди. Нажимаю один раз. 190. 190.
3 девятки. 7, 9. 20. 9. 43. Указывай номер. А черт, куда он ушел? Кдыш. Оказывается, я тут делет нажимаю. Алло, алло. Здорово, здорово. Здрасте. Как зовут, откуда? Хабаровский край, Теплое озеро. И у вас есть теплое озеро? Да, у нас тоже есть Теплое озеро, настоящее, зимой это самое, не замерзает. Спасибо, ура, я выиграл! Красавчик. Дал я его другу. Как зовут? Еще раз. Евгений меня зовут. Ну, Евгений, выбираем длину. Длину 13 есть? Что, узнаем? 13. Так. По желанию есть 12, есть 14. 13, 15 должно быть. О, 13 есть. Свет какой? Темный. Давайте светлый, светлый. Светлом. Все. Знаем, что делать дальше. Да, адрес по WhatsApp. Большое спасибо, ура, блин, я этот ножик ждал, очень ждал, блин. Спасибо, большое спасибо. По WhatsApp адрес высылаю, все нормально. Молодец. Поздравляю, дорогой. Участвуйте. Да. Идем дальше. Ну, ребята, тут крючком можно было, наверное, что-то там магического сделать. Но вот, как видим, друзья из зарубежья, мои друзья, постоянные участники из Казахстана присутствуют, хотя все меньше и меньше. Вот. Ну, генератор и решает, гад, кому давать, кому нет. Сгенерировать. 14. 14, 14. Век технологий. По старинке интереснее было. Кто согласен, помашите руки. 8 914. 26. 31. 098. Набираем. Аппарат абонента включен или находится вне зоны действия сети. The subscriber's phone is switched off or out. Набираем еще раз. Ну, человек на охоте, по-моему, мой земляк. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ну, уважаемую девушку услышали. Так. Человеку дадим ножик. Так. Двести шестьдесят три 1098. Свяжемся. Так. И пойдем дальше. Пойдем дальше. Так. Опа! 186
6. 180. Где у нас? Вот он. Так. 90. Так. 24. 69. 88. 79. Набираем. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back later. Да. Еще раз нажимаем. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. А, нет, почему? The sub- 9 же тут. Да, блин. Не спал, сказывается. Сам увидел. Тут у меня комментарии то приходят, то уходят. Извиняйте, ребята. Проверил, перепроверил. Вот. Ну что. Ага. Здравствуйте. Здорово, здорово. Ага, слушаю вас, говорите. Нечего говорить. Выбираем ножик. А у вас из какого-то... Я выиграл, что ли, сегодня? Поздравляю, вы выиграли ножик. Да, хорошо. А у вас какие стали есть? Сталька у нас в данный момент 98%. Нет. Миалокс. Меня не... У вас там какие? Миалоксы, то что, допустим, РВЛ, то что у вас там есть? Миалокс и РВЛ. А номера какие остались? А просто что, допустим, вот я вот сейчас просто не смотрю ваше, получается, я очень занят, то что на рабочем на данный момент. Как зовут? То, что... Давайте вот номер 13. Есть у вас? Как зовут тебя? И меня зовут Иван. Степан. Иван. Иван. Да. И Ваня, короче, слушаем сюда. Нынче эфир идет в другом формате, то есть ни света, ни длины выбираете вы сами. Даю возможность вам выбрать. Понимаете? Ну, я понял, то, что вы, допустим, даете... Нет номеров. Нету номеров. Нету номеров, а что, допустим, то что? Ну, самая рабочая длина, допустим, 13. Если есть в хвосте, в хвосте, и 13, РВЛ. В хвосте нету. Это нету, только в коже, да? Да. Ну, хорошо, давайте 13, то, что... Подождите, Иван. Подождите, я ищу. Тут у меня осталось штук 1, 2, 6. И тут у меня 12, либо 14. Выбираем. Какая разница, 12, 114, эти 2 сантиметра при работе с животным никакого значения не имеют. Давайте 12, меня интересует самое главное, чтобы ручка моя, можете ручку сильно положить, что я уже участвую в вашем розыгрыше уже очень много лет. То, что немного лет, то, что года 2 пытаюсь, то, что у вас, то, что вы выиграете этот нож. Но вот сегодня, то, что Фортуна, видимо, улыбнулась мне, и я у вас, то, что выиграл, то, что на нож. Вам как, то, что получается адрес, что отправите мне, то отправите, то, что давайте, короче, белая ручка, 14 сантиметров, и все. РВЛ. Иван, откуда вы? Город Усть-Кут, Иркутская область. Усть-Кут. Хорошо, Иван, светло. Все, давай, до связи. Ага, все, я с СМС отправлю то, что номер. Спасибо большое, до свидания. Не за что, до свидания.
Вот так-то. Идем дальше. Ё-моё, уже часик пролетел мимо. Целый час. Огонь. Трик 225. Так, 25. Ну вот, наконец-то. Правильно, по-моему. 225, 225. Так, ищем. Будем звонить за рубеж по WhatsApp. Так. Сейчас узнаем, куда звоним. Надеюсь, не спят там. Как раз рабочий день, да? 2 раза позвоним. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Поздравляю, дорогой. Наконец-то порадую и вас. Как зовут, откуда? Родион вас зовут, Республика Молдова. Спасибо большое. Угу. Сколько билетов приобрели? Приобрел 4. Угу. Кишинева? Не слышу вас. Из Кишинева? Молдова. Да, совершенно верно. Угу. Да, Молдова, Республика Молдова, Кишинев. Понятно, дорогой. Сейчас надо выбрать длину желаемую и цвет. Какую? Что есть? Какая длина есть? 12-14. 14, если можно. Вот такие тоже не маленькие, тоже побольше. Как погода в Молдове? Спасибо, хорошо, солнечно, очень хорошо, очень все уже озеленело, все зеленое, все хорошо, спасибо. Ого. Еще что можете рассказать нам, россиянам? Что могу сказать? Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы делаете для всех людей, да, вместе взятых. Очень хорошие работы, красивые. Если честно, вот хотел сейчас играть и думал, если не выиграю, обязательно вам позвоню, заказать один ножик для себя. Блин. Ну вот так сложилось, что... Такой заказ упустил. Шучу. Цвет какой? Спасибо большое. Цвет светлый. Мне очень нравится этот светлый, если есть что-то в светлом, 14. Светлый. Хорошо, дорогой. Пишем. Скажу вам, куда отправить, если что, да. Ко мне не будет возможности отправить. Если можно будет отправить ее в Москву. Без проблем. Расскажу вам попозже, как будет время, сегодня, завтра вы мне позвоните, я скажу, куда и как. Или напишу вам. Сразу напишите по WhatsApp, хоть в Африку отправлю. Хорошо, спасибо. А вы мне скинете фотографию ножа и ножа. Спасибо большое. До свидания. Кишинев. Так, ну что, ребята? Осталось только и один маленький сюрпризик. Один. Самому везунчику. Самый последний раз. В качестве, как говорится, бонуса. Так. Сгенерируем. Ну, пока идем дальше. Опа! 166. 166. Так. Набираем. 17. 39. 58. 641.
похож. Похож. Вроде похож. Ну, сегодня, по-моему, воскресенье, на природе, все заняты. Наверное, будем дважды нажать. Посмотрим. Второй раз. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю, вы выиграли нож. Это Эдуард. Да. Здравствуйте, спасибо. Надо выбрать, какой длины, какого цвета. А какие остались? Правильный вопрос. Так, у нас остались с длиной 12. У нас остались длиной тоже 12. И у нас остались длиной 13. И четвертый тоже 13. А остальная всех какая? Неолокс. 2. Неолокс. Да. А в цвете каком? Вот по 13 сантиметров которые? Вы сами выбираете. Да я просто как бы не смотрю, занят немного. Не-не-не-не, у меня тоже тут это ножики недоделанные. А, Специально сделал так. Ну вот 13 держу, пишу ваш номер, кстати, откуда, как зовут, вспомнил. Андрей, Краснодарский край. Андрей из Краснодарского края. Скажите мне, Да, пожалуйста, где это находится Краснодарский край? Юг России. Дело в том, что сегодня тоже один участник конкурса сказал и толком не объяснил мне, где этот Краснодарский край. Краснодарский край, ну это город Новороссийск. Не знаю, Питер, Москва знаю, а где Новороссийск не знаю. Екатеринбург знаю, где. Регионально где? Между какими? Ну, Черноморское побережье, знаете, Черное море. Ну, сосед Крыма. Ну, почти, да, рядом, но Крым недалеко, но почти рядом. Ага, ну, значит, тепло там. Угу. Персики растут? Конечно, все растет. Ё-моё, значит, почти Крым, да. Я в Крыму был, в Севастополе. Хорошие места у вас. Плодородные земли. Куда ни плюнь, что ни посади, все растет. А у нас... Земля, Да. да, не спорю. А у нас сейчас 7 сантиметров оттайка, а там уже лед 2 километра. Так, итак, светик какой? Темно-светлом? Давайте в темном. Ладушки, в темном, так в темном. Да. Знаем, что делать. 130 в темном. Знаем, что делать. Да, знаю. Вот здесь. Поздравляю еще раз. До связи. Все, спасибо, Эдуард. Теперь я знаю, где находится Краснодарский край. Что потом меня это самое не вводили неловкое положение. Географии что-то не учили, где находится Краснодарский край. Надо побывать. А вот насчет персиков я бы не отказался. Хорошие персики. Таден, 188. 88.
Так, набираем 917 71 16 176. Ой, правильно. Ой, правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Кировская область. Угу. Давайте выбирать, Александр. Ну, я так понял, что остались все по 12, правильно? Нет, один еще 13 есть. Вот, давайте 13 и в светлом капе. Ну как? В темном, ну, в светлом. В темном я уже заказал у вас. Вот у меня два красавчика, как вы говорите. Хорошо, дорогой. Ну, давай рассказывай, как там У нас погода. жара. 2 дня стоит 30 градусов. Небось, пожары начались. Есть. Ну, а так кругом все зеленое. Все цветет. Как разон. Чем занимаемся? Смотрю прямой эфир. Нет, профессию. Какая у вас? С лесным хозяйством в лесу. О, завидую. Белый завидую. Природа, звери. Вот на пенсии выйду, стану егерем, да? Так, какой? Светлым, да? Да, светлым. Знаем, что делать дальше. Да. А, Большое спасибо. сколько билетов Что? приобрели-то? Приобрел 2 билета. Два Сейчас билета? Третий раз. Ну, Бог любит троицу. Да, фортуна улыбнулась. Поздравляю Спасибо еще вам. раз. Спасибо, Эдуард. До свидания. Природа это хорошо, ребят. Природа это настоящая. Когда в лесу пару дней полежишь, третий день неохота ехать обратно домой. Тут у нас деревня, ну, райцентр, да? Ну, вокруг леса, озеро, то все. Не мегаполис, в общем. Но все равно. Всего отошел 2-5 километров. Там уже природа настоящая. Так и стоит. Ну, леса там срубили, то все на топку. Но все равно природа. Сейчас подснежники у нас пошли. Земля почти сухая, ветреная весна нынче, поэтому рано что-то засушливое будет наверняка лето. Кругом начнутся пожары. Насчет пожаров, уважаемые господа, которые сидят там, типа указывают, указ. Дам вам один, единственный совет. Ну, в нашей территории республики надо проводить специально, устраивать лесные пожары, контролируемые осенью, а не весной. Осенью. Осенью первые заморозки начинаются, пожалуйста. А весной-то уже будет нечего гореть там, потому что осень-то все сожгли, понимаете? А весне уже вся микроструктура, которая осенью сожглась, все чисто, все зеленое, все новое растет, как подснежники. А наши строго-настрого запрещают, еще уголовное дело там заводят, человеческий фактор обнаруживают, миллиардами там самолетиками капают, именно капают, но все равно не удержать. Почему? Потому что регулярные, если контролируемые специальные пожары устроить, регулярные, каждую осень, то вообще не было что гореть-то, нету. Именно контролируемые. Что касается
Весной. Сухо, во-первых. Ветрено. Ну, осенью то же самое. И самое главное. Осенью заморозки, первый снег. Сама природа гасит ваш пожар. Сама природа. А весной-то ни капли и не будет. Ладно, ребята, отошел немножко. Но обидно. Хочется летом, негде уехать, ни море, ничего. Но у нас все равно природа есть. Река чистая, Амгал, Дан, Лена чистая. Хочется искупаться, чистым воздухом подышать. Но хоть бросай курить. Все в дыму. Каждое лето. Могли бы контролировать пожары, устроить специально. Ой, короче, больная тема. Так. Огонь! 262 или 6? Сейчас посмотрим. Так. 60, да. Пожалуйста. 8 983 11 48 121. Вот так вот. Хорошо. Алло, Эдуард. Поздравляю. Здравствуйте. Как раз вот на рыбалке, интернета нету, начал смотреть ваш конкурс. Думаю, дозвонитесь, хорошо, хоть связь есть. Дарю я вам ножик 12 сантиметров со связью. Благо есть. Рекомендую светлый кап. Почему? Потому что капик тут на редкость птичьи глазки попались. Спасибо. Вы согласны? Согласен. На лосе попробуем. Как будет работать. Кто такой, откуда? Пристав. Омск, на связи. Жара. Да, жарко, 28. Лесные пожары. Лесные горит все. Зверь отходит потихоньку. На Новосибирск отходит. Ну ничего, я думаю, переживем. Вот. Вот, утей тоже уточек постреляли, крикаш в основном. Много было? Вот. Да, нормально было, грех обижаться. Ну, пока у нас один раз поперло и все. Да. Ждем второго налета, но, наверное, сегодня ночью пролетит, когда я буду наконец-то спать. Спасибо, знаем, что делать. Подскажите вкратце. Ну, с вами связаться по WhatsApp? Да. Отправляйте адрес, куда отправить и так далее. Удачной рыбалки. Все, поздравляю. спасибо. Участвуйте дальше. Вам удачной охоты. Спасибо. О, человек на природе ходит. А не то, что в диване лежишь, чипсами смотришь. Правильно. Так. Предпоследний курсапчик, который будет завтра курсапчиком, а сегодня ножик. Огонь! Таден! 257. Недалеко ушел. 8 924 34 60 64 8. Правильно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Поздравляю. Спасибо, Эдуард. Смотрю прямой эфир. Видел твой номер. Я в Амурской области. Один билет приобрел в этот раз.
Красавчик, все-таки приобрел. Приобрел последний день сегодня. Думали, не напечатает, может повезет. Так повезло. Да нет, не думал такого. Так, рекомендую светлом. Согласны, нет? Желательно в темном, уже в светлом есть. О, хорошо, желательно в темно, так темном. 34. Знаем, что делать. Да, конечно, адрес отправлю. Хорошо. Ждем еще вашего участия. Обязательно буду. До свидания. До свидания, спасибо. Вот так вот. Ну что, ребята, 15 ножей тютю. Последний раз. Один ножик. Рвал красавчик. Темно. Малыш. Не обессудьте. Это ты точно рвал. И он такой красивый. Мечта многих ножеманов. Длина лезвия. Да ты шо? 7. 7. Кто желает? Или никто не желает? По сухожилиям гуляет. Куда угодно уходит. Кончик остренький. Никто не желает? У меня комментариев нету. Интернет. Ладно. Раз никто не желает, генерируем. Вот такой вот пушок. Очень легкий. Это, ребята, в качестве бонуса от моей компании. Последний раз нажимаю. Оба. 20. 20, 20, 20. Интересно, кто это счастливчик? Наверное, какой-то мой братан или кто? Вот он все... Так, 20. Нет, брат, это не мой братан. А то один братан участвовал 3 раза, выиграл 2 раза. Потом сомнения начинали подозрения какие-то. Попал. И брату сказал, может, хватит участвовать, а то люди не верят. Неправильно. Опять неправильно. Нолик упустил. Сейчас. 8. 25. Елки. 25. 0,30. 65. 85. Теперь правильно. Правильно. Алло. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте, поздравляю. Да, выиграл, что ли? Да, неужели? Ну, супер. Ну, Спасибо. не только ножик, а РВЛ-ку. В темном. Отлично. Темном. Как зовут, откуда? Ага. Как зовут? Зовут как? Меня Алексей. Откуда, Алексей? Ну, я в Москве живу, но я сам из Якутии родом, из Ленска. Там раньше я родился, вырос. Угу. Знаем, что делать. Ну да, адрес напишу, фамилию, адрес, WhatsApp. Завтра можно будет написать, да? По московскому времени или по ленскому? Ну, завтра с утра я напишу по московскому. Нормально будет?
Нормально. Ага, хорошо, спасибо. Поздравляю еще раз. Спасибо, супер. До связи. Ага, до свидания. Все, ребята. Теперь о будне. Ну, не очень хочется завершить сезон охоты. По той простой причине, наверное, все равно все-таки завершу. А то одна нога там, другая здесь. Сижу вроде тут, а думаю о природе. Работа стоит, еле-еле двигаемся. Есть такое. Ну ничего. Так. Сегодня я еще должен сказать одну вещь, которая позапрошлом, еще тогдашнем розыгрыше, новогоднем, по-моему, розыгрыш в то время было. Ножик выиграл человек. Вот. И не получил. А я трек оправки, в то время треками, чеками работал, потерял. Новогодние давно в Новом году прошли, а человек до сих пор не получил. Я ему говорю, проверьте там у себя, в Бурятии, насколько мне известно. Так, папе был подарок, 5 детей, мужу вернее. И он не получил. И, уважаемый, дорогой, вторично, впервые вам тоже отправлю. В прямом эфире официально заявляю. Вот. Как получите, отпишитесь. Ну, чтобы потом не было руганий, не было угроз, не было каких-то волохиты, а-ля-ты, поля. Вот. Второй раз отправляю. И, уважаемые, те, которые работают на почте, наверное, от имени Ивана Ивановича я отправлю. Потому что трудно, как говорится, быть звездой. Уже чувствуют. И некоторые недобросовестные работники, не в моей селе, а в других регионах России, свистнули. Вот. И потом шишки мне получать. Скажете, откуда ты знаешь? Почему так вышло? Откуда ты знаешь? А я знаю. Каждый ножик имеет дух. А каждого ножика делают эти руки. Во время сна, просто так наяву, все равно информация приходит. Это не какая-то байка, это не какая-то там шаманизм, аля-топля. Я мастер, я знаю. И я чувствую, что он в чужих руках. Ну, пока гуляет, но скоро утонет. Имеется в виду нож. Так что, ребята, передайте информацию просто так. Вот. Я забираю этот ножик, ну, в чужих руках, которые находятся. Вот. И недобросовестным работникам связи, скажем так, тоже это относится. Отныне буду отправлять, если почувствую.
от имени Ивана Ивановича. А то хочется человеку дарить добро, хочется человеку настоящее доставить, хочется частичку своей души дать, а его до адресата не довозят, где-то думает, наконец-то я взял, у меня есть нож и так далее. Так не пройдет. Так не пройдет. Тут никакие духи, никакие умы, не надо этого знать, а просто сам мастер знает. Я сделал, я отправлю. Вкратце вот так. Так что ждем. Вот. Вместе с этими все сделаю и официально вам отправлю. Вот. И только вы будете знать, вот, трек электронный уже, в то время чеками работал, получите сразу. Кстати, отправку еще я бесплатно отправлю для вас. Качество компенсации. А то нехорошо в душе. Ругают меня, а стырили-то идут чужие. Ругает это правильно. Многодетный отец. Но отец-то не ругает, а жена. Ого-го, огонь. Кстати, ей привет. Да. Так, и не после, а сразу с утра обзорчики заказов. У меня тут лежат. Отправлю красавчиков. Обзорчики. Буду работать. Наверное, завершу с охотой. Хотя не очень хочу. Не очень хочу. Не настрелял. Есть, дается норма 30 уток, по-моему. 5 гусей в нашей регионе. И, по-моему, 10 турпанов. А у меня в счету 8 штук. Пока. Мало. Ну ничего, ребят. Повезет другому. В июле будет ли конкурс? Не знаю. Честно скажу. В июне, то есть в следующем месяце, будет ли конкурс? Тоже не знаю. По той простой причине, если пандемию все-таки у нас в Якутии откроют, вернее, разрешат и цехи и так далее, тогда уже голова будет думать о другом совсем. Вот. В общем, я решил, сверил свои силы, сверил свои расходники, прикинул. В общем, если человек желает заказать, так, заказывайте, а потом уже заказом не буду принимать с июня даже. С июня. Ну, если так, что-то там будет. По той простой причине, стройка гаража, по хозяйству надо работать, не хочу обманывать людей, а те заказы уже, которые получены, я их сделаю и отправлю, а я долго, долго тянуть тоже не хочу. Наконец закроем эту тему, человека порадуем, вот и все. Так что, ребята, у вас остается несколько дней, чтобы сделать заказ. Потом, буду ли я принимать заказы дальше, когда все возобновится и так далее. Первым снегом посмотрим. И когда у меня будет ножик готовый,
буду опубликовать на статусе своем в WhatsApp. Вот такой ножик продается. Вот и все. Кто желает, пускай приобретет. Либо избежать натяжек, сколько будет, когда будет. Такого, чтобы не было. Ножик есть, как в магазине. Есть. Пожалуйста, купите. Вот и все. Такого принципа работы попробуем работать дальше. До июня, до 1 буду принимать заказы. У меня все. Жив-здоров. Хочу спать, поесть нормально. Хочу настоящую постель. Баньку. Да и на охоту хочу. В общем, все. Всем благ, всем здоровья. Если что появится, на канале сообщу сразу. Насчет новых сталей, насчет нового конкурса узнаете. Не потеряйте. А я пошел. Всем благ.